Дербент. За рулем не совсем новой «Лады» на вид совершенно обычный человек рассказывает удивительные вещи. Вечный двигатель с использованием нанотехнологий, агрегат, который сам себя питает энергией, с помощью которого можно больше 5 лет практически бесплатно пользоваться электроэнергией. Все это кажется научной фантастикой. Однако изобретатель уверен, все это реально работает. Процесс самовозобновления источника энергии. Он будет сама себя регенерировать и выдавать еще потребителю количество энергии, которой он будет пользоваться. Естественно, будет подключаться и телевизор, и холодильники будут работать. И, естественно, на этой основе будет не только обеспечивать дом электроэнергией, но и плюс на этой основе будет ездить и машина. Уже больше 30 потенциальных инвесторов готовы вложить в разработку этой технологии средства. Mercedes-Benz, Volkswagen. Эти фирмы интересуются изобретением дербентского кулибина. Есть и российские клиенты. Руслан пока думает. Тут главное не прогадать, успеть запатентовать изобретение, чтобы разработку просто-напросто не украли. На самом деле это крах энергетической такой эволюции. То есть на самом деле он вычислил формулу из магнита, вычислил по формуле энергию для существования вот этого вечного процесса некого. Будет это двигатель автомобиля или что-то другое. Почти вечный двигатель существует пока на бумаге. Изобретатель Руслан делал модель из пластмассы, но она не выдержала нагрузки. Сейчас он ищет по всей стране нужные детали из более крепкого материала. И вот тогда работа закипит. Для начала, естественно, в домашних условиях собрать практически невозможно ни одну запчасть, ни одну деталь. Для этого нужны, как говорится, лаборатория свое помещение, где, допустим, могли бы изготавливать ту или иную запчасть, детали. И, естественно, конечно, его разработать до ума и довести его до рабочего состояния. Через полгода первая настоящая модель нового двигателя уже будет готова. И тогда предложение купить это изобретение будет еще больше, уверен Руслан. Скорее всего, это будут иностранцы. Однако изобретателю хочется оставить свою разработку в России. Он надеется, что двигателем заинтересуется в Сколково. Камила Гамзатова, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербент.